Всем привет, друзья! Постковидный синдром, поэтому пока вспомнил слово, давайте о нем поговорим. Это слово номинализация. Номинализация. Очень интересное слово. Почти как эволюция, да? Что такое эволюция? Это новые знания. Друзья, я так рад, когда в моей жизни появляются новые знания. Бывает даже что-то незначительное, а тут раз и мышление поменялось. Даже в те моменты, когда, думаешь, что это судьба, что, вот так получилось, судьба. А потом как ты нашел информацию, изучил и понял, что вероятность того, что судьба вмешается в нашу жизнь, уж очень маленькая. Наверное, единственный вариант, когда можно точно сказать, что это судьба, это несчастный случай. Так вот, шел человек по улице, шел, и сосулька упала. И тут очень много обстоятельств. По какой улице шел, в каком городе, в какой стране. Ну и вообще, зачем ты там шел? Вот. Не стоит об этом думать и переживать. Пусть это будет судьба. Все остальное, друзья, наше здоровье, наше настроение, семейное, финансовое благополучие, все это результат наших собственных действий, или бездействий. Так вот, номинализация – это когда мы неосознанно маскируем проблему, как бы вносим проблему из своего личного пространства. В двух словах, чтобы не растягивать, самый-самый простой пример. Допустим, человек курит, или есть у него какая-то другая вредная привычка, которая, безусловно, является проблемой. Так вот, и говорит, что курение вредит здоровью, да? Или курение мне вредит. Здесь и включается этот самый самообман. Потому что как нужно говорить? Нужно говорить «я врежу себе, когда курю». Попробуйте, друзья, если вы курите, просто произнесите две эти фразы. Курение мне вредит и я врежу себе, когда курю. Скажите и почувствуйте внутренний отклик. Такой вот простой пример, но что я хочу сказать, друзья. В этом мире у каждого из нас есть как минимум один человек, с которым, нужно быть абсолютно искренним. Только тогда он станет нашим самым верным другом и помощником. И этого человека мы каждый день видим в зеркале. Уж кому-кому, а ему точно нужно немножко помочь. Друзья, желаю вам быть искренними. Желаю обрести много новых знаний, которые можно будет использовать во благо. Знаний, которые всегда помогут отличить хорошее от плохого, которые не позволят идти на поводу своих эмоций, которые помогут обрести уверенность и храбрость. Как вы знаете, наибольшая храбрость – это умение сдержать себя в моменты гнева и использовать знания в голове. Так вот, в двух словах, конечно, не получилось, и, возможно, как-то корявенько, но, тем не менее, попытался рассказать. Спасибо, друзья, за обратную связь, за внимание. Очень приятно, что для вас это интересно. Будем и дальше разговаривать на эти темы тоже. Надеяться и верить, что все будет нормально.